В Байдарской долине раскинулось живописное село Передовое – Уркуста, откуда в 1944 году в Узбекистан выслали более 350 крымско-татарских семей. Теперь, спустя десятки лет, сюда ежегодно съезжаются люди из разных регионов полуострова. Их связывают корни. Они – продолжение истории села. Это уже 32-я встреча. Традиционно она началась с молитвы у памятного камня жертвам депортации. Сегодня односельчане вспоминают тех, кто не вернулся на родину. Детство и молодость, зрелость и старость. Для каждого, кто сегодня приехал, история села – часть их собственной истории. Ридан Бекиров родился в 1934 году. Спустя 77 лет он стоит на месте, где когда-то был его дом. В нашей семье было 6 человек. Мы жили в этом маленьком доме до войны, в 6 комнатах. А во время войны здесь жили солдаты. 18 мая около 6 часов утра было. К нам пришли и сказали: у вас 10-15 минут на сбор. После выходите из дома. Вы выселены. Возвращение к истокам спустя десятки лет. Зурия Усманова родилась в Узбекистане, но рассказы о родине старших представали перед ней живыми картинами. Только спустя почти полвека она смогла вернуться в отчие места. Зурия Усманова – мать 5 детей и бабушка 10 внуков. С душевной теплотой она вспоминает то время, когда только вернулась в Крым. Мы собирались с друзьями и родственниками, вместе гуляли, но коронавирус нас разделил. Мы были едины, читали дуа у друг друга в гостях. С тех пор, как я приехала сюда, ежегодно я держу ораза. Мы ходили в гости друг к другу на ифтары, а сейчас у меня уже недостаточно сил. Когда приехала в этом же доме, я похоронила отца, брата, сына, а потом и всех братьев и сестер. Объятия, улыбки и слезы, угощения, танцы, песни и стихотворения на родном крымско-татарском языке. Эмоций не сдержать. Традиционно на каждой встрече национальные крымско-татарские танцы. После войны село Уркуста переименовали в Передовое. До войны здесь жили сотни крымско-татарских семей. Сейчас, по словам местных жителей, всего 18. С каждым годом стариков все меньше, но сюда приезжает все больше семей с детьми. Таким образом сохраняется связь между поколениями. Акиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, Саид Валиляев, телеканал Милет, Балаклавский район.